Международный фонд культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» был создан в октябре прошлого года. В этом году третий фестиваль Фазиля Искандера, увы, пройдет без него. Президент Рауль Хаджимба в своей вступительной речи назвал Искандера символом культуры Абхазии, прославившим ее самобытность и уникальность. Через творчество Искандера весь мир может познакомиться с Абхазией очень близко и лучше понять ее. Искандер и его герои тонко подмечают психологические особенности общества. С интеллектуальным юмором и непосредственностью они сообщают нам глубокие философские истины. Уход из жизни Фазиля Абдуловича стал невосполнимой утратой для республики, но его произведения навсегда стали частью мировой культуры, и наша задача – способствовать их продвижению, создавать условия, чтобы все, а особенно молодежь, еще лучше знали, больше интересовались бы и читали Искандера. По словам учредителей фонда, в ближайшие задачи фонда входит установка памятника писателю, проведение очередного фестиваля его имени, издание неизвестных публике архивов. Помимо этого, культурный фонд Искандера планирует выстроить работы и в других, не менее важных и интересных направлениях, таких как образование и туристическая сфера. Он ведь пользовался колоссальным уважением везде, будь то Москва, будь то любая другая страна. Все, что угодно можно сказать, но то, что он пользовался и пользуется безусловным уважением, это такой пример и такой факт, через который, мне кажется, мы наиболее непротиворечивым путем могли бы через его имя, он столько симпатии уже вызвал, еще раз привлечь внимание самой концепции человека и что вообще это за страна такая Абхазия, которую многие узнают, да, по его произведениям, и что мы тут хотим построить. Идея присвоить Сухумскому русскому театру драмы имя Фазиля Искандера была единогласно одобрена участниками встречи. Предлагалось также создать центр этического воспитания, где на основе произведений великого писателя молодым людям прививались бы ценности Апсвара. Кроме того, была озвучена идея создания виртуального туристического маршрута по местам Фазиля Искандера. Туристы, да и любой желающий, сможет пройти по следам героев произведений Искандера. Воплощением этой идеи в жизнь занимается кандидат юридических наук и поклонница творчества писателя Сария Нанба. На сегодняшний день нами осуществляется работа по созданию маршрутной карты по творчеству Фазиля Абдуловича Искандера, и вашему вниманию предлагается на экране проект карты, в основу которой положен роман Станович Чевеха. И, соответственно, вместе с героями данного романа можно отправиться в путешествие по знаковым местам произведения. Кроме того, хотелось бы сказать, что географические обозначения, встречающиеся на страницах литературного творчества писателя, они отражают подлинную карту Абхазии. И предполагается на сегодняшний момент 3 маршрута, выбрав, допустим, Гагрский район, Сухумский и Очимчирский. Предложение проводить в образовательных учреждениях искандеровские чтения, тем самым прививать молодежи любовь к литературе, в частности, к произведениям самого Фазиля, были также с одобрением восприняты участниками презентации. Мы в университете просто по инициативе нашей кафедры русской и зарубежной литературы мы начали искандеровские чтения проводить среди студентов на филологическом факультете. Вот даже Ибрагимов был, по-моему, на одной из наших встреч, и мы там показали его фильм, и студенты читали отрывки из произведения Фазиля Абдуловича. Это было здорово, была такая удивительная атмосфера, которая присуща, когда люди прикасаются к таланту, к мощи, да, творчества Фазиля Искандера. На встрече прозвучали и другие предложения по увековечению памяти Фазиля Искандера. Создать библиотеку с произведениями Искандера, переименовать в его честь улицу, на которой он жил, сбор архивных кадров с участием Искандера в виде дисков. О годовщине смерти планируется установить бюст Искандеру. По завершении презентации прошла торжественная церемония подписания. Соглашение между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия и Международным фондом культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». На Алакове. Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.